Далее в программе. Подойдя к автомобилю, открыли водительскую дверь. Рукой взялись левой за дверь, правой за рулевое колесо. Мы на улице, но мы участники движения. Если вы меняли ремень ГРМ больше 30 тысяч километров назад и обратились на СТО с ремонтом ТНВД или демонтажом приводных шестерен, связанных с другими ремонтами, то вы этот ремень не имеете права использовать второй раз. Для примера, фильтр, который вы ставили в начале зимы, и то, что мы получаем после 3 месяцев езды зимой. То есть, разницу, я думаю, заметит любой человек. Ремень ГРМ – это то, что со временем приходится менять. Это касается и бензиновых автомобилей, и дизельных автомобилей. Но сегодня я хочу поговорить на тему все-таки, чего недооценивают владельцы дизельных автомобилей, когда обращаются с вопросом замены ремня ГРМ. По поводу замены ремней ГРМ можно сказать следующее. Вы совершенно правильно сказали, что основное правило, его менять надо вовремя по интервалу пробега. Это первое. Второе, надо каждые 30 тысяч обращаться на СТО, чтобы мастер, делая там плановую замену фильтра, воздушного, топливного, заглянул в ремень, посмотрел его состояние, механизм его натяжения. Третье, очень важное. В дизеле и в бензиновом автомобиле ремни ГРМ выглядят одинаково, но ремень ГРМ дизельного автомобиля несет гораздо большую на себе нагрузку, потому что та мощность, которая отбирается от двигателя и затрачивается на вращение топливных насосов высокого давления, она гораздо больше, чем вращение соответствующих агрегатов в бензиновом моторе. Поэтому в дизельном двигателе даже существуют такие нормы от производителей ремней ГРМ. Например, некоторые производители пишут следующее. Если вы меняли ремень ГРМ больше 30 тысяч километров назад и обратились на СТО с ремонтом ТНВД или демонтажом приводных шестерен, связанных с другими ремонтами, то вы этот ремень не имеете права использовать второй раз, потому что производитель уже не даст никакой гарантии, что он прослужит весь свой срок, 70 тысяч или 90 тысяч до замены, который ему, так сказать, дан оригинального ресурса. То есть оригинальный ресурс он пройдет, если вы его не будете трогать весь этот интервал пробега. Если вы его ослабили, в бензине пишут, нанеси стрелочкой направление вращения и поставь обратно по стрелочке, ни в коем случае не перепутай. В дизеле эти стрелочки не помогают. То есть мы об этом всегда предупреждаем наших заказчиков. Заказчики иногда говорят, не надо менять, на мою ответственность, ты его оставь, но это они берут на себя очень серьезный риск. В чем этот риск и в чем разница? В бензиновом автомобиле зачастую, если ремень рвется, для двигателя нет никаких последствий. В дизеле, если ремень рвется или проскакивает больше, чем на 2 зуба от его оригинальной метки, поршень бьет по клапанам. Гнутся клапана, ломаются рокера, ломаются гидравлические компенсаторы, ломается распредвал, лопаются поршни, гнутся шатуны, смотря на какой скорости произойдет удар. То есть в дизельном автомобиле следить за состоянием ремня – это очень важный момент, о котором мало кто знает. Найавторитетніший в Україні та странах СНД сервісний центр «Автодизель». Діагностика, ремонт та обслуговування дизельних двигунів та топлівної апаратури. Ми пропонуємо все. Запчастини з перших рук без посередників, унікальні сучасні діагностичні стенди, спецінструмент та обладнання. Фахівці найвищої кваліфікації. Наш досвід – 17 років. З нами консультуються і працюють СТО країни та зарубіжжя. Сервісний центр «Автодизель». Вулиця Леніногорська, 6, район ДЗМО. Телефон 36 56 56.